ходил один, словно проходя насквозь. И всю эту свободу я считал домом. Мой город бесконечных зим, и я, видать, навечно с ним. Ведь где-то бродишь ты здесь среди миллионов. И мне так спокойнее, наверное, дарить тебе звезды, углубляясь в термин. Или сорвать все под корень, как отчаянный фермер. Но незачем это, во-первых, да и проще это, во-вторых. Чему любите слушать Тиму? Он классный, он красивый. У него треки хорошие, мне нравится текст. На что вы готовы для Тимы? На что готова? На все. Хочет замуж за Тиму. Пришли на концерт классный к новому белорусскому исполнителю, молодому. Подача совершенно другая, не так, как у других исполнителей. Я особо даже не увлекаюсь его творчеством. А чему ты тут сегодня? За компанию? Что сам слухаешь? Я западную музыку слушаю, негров, чернокожих. Сколько ты раз слушал примерно его треки? Незабудку? Очень много, наверное, раз 100. Сами уже заробили на 22 рубли на концерт. Стипендия, родители, все дела. Это не так уж и много для концертов в Беларуси. Сколько бы грошей отдали вот максимум за такой концерт? Ну, максимум, может быть, рублей 50. Сколько б стояли, коли пришлось? Стояли бы, да. Ну, До раницы обстояли? Да, стояли бы. Песни нравятся его, нравится то, что он поет. Кого ви вогуле ще слухаєте, окрім Тіми? Макса Коржа, конечно, да. Imagine Dragons. Оксимирон, Скриптонит, Фараон. І він вот нагадує многим руки вверх. Ви як до руки вверх ставитеся? Да, знаете, что я тоже недавно про это думала, и что у него определенные песни, у них такие мотивы, и мы подумали, что через какое-то время, возможно, это будет, знаете, таким вот как руки вверх, да, я по тебе. Ну вот блин, у него как-то вот есть такой определенный мотив. Откуль гроші на концерт вообще? Собирали. Я вот летом работала один день. Бумажки просто раскладывала в почтовые ящики. А вас батьки нормально отпустили там? Мы, кстати, тут недалеко живем, поэтому нормально. Нам повезло. А чим Тіма подобається? Музыка хорошая. Рассвет, девочка, песня, а потом уже мокрые кроссы. Мои искры не потушить, ведь мои искры это ты. Скільки стояли в черзі? 1,5 часа. Скільки почти готові були простояти? Ну, не знаю, холодно очень. Я услышал сразу трек «Мокрые кроссы», он мне сильно понравился. А скільки вам год, коли не секрет? 15. А откуль гроші на концерт? Мама дала. Скільки ви стояли в черзі? Ну, уже час, может, какой. Коли б треба було до раніці стояти? Стояли б? Вероятнее всего, да. Я приїхала з другого города сюди, з Шодіна. Стояла у черзі 2 години. Чим тобі подобається Тім білоруських? Він вельми прихожий і добре поє. На що ти готова для його? На все. Ну, замуж би хотіла за його вийти. Ну ні. Выбирала наряд 2 часа. А чому менавіта гэта вибрали? Чтобы выглядеть достойно. За его песни, за его позитив, он, ну, как бы предоставляет столько энергии. Як это ви погодилися прийти на концерт і чому? Я хочу приучить папу к современному чему-нибудь, такому крутому, как Тима Белорусских. Дома слухали вже треки? Нет, первый раз. Ну, чего бояться? Это ж не ЛСП. Видишь? А що ЛСП? Що за ЛСП не так? Нет, ну ЛСП тоже крутые. Но это немного не для папы может быть. На концерт 22 рубля. Откуль гроші? Ну, работаю Де працюєш? в управлении специализированных работ. А коли б сьогодні, наприклад, так сталося, що Тіма білоруських викликав вашу дівчину на сцену і поцілувався з нею, як ви відреагували? Не знаю, негативно. А ви пішли на таке? Нет. Бо ви вірні один одному, да? Привёў сюды племянніка. Яму 12 гадоў, і ён на дзень нараджэння папрасіў падарыць яму квіток на Тіму беларускіх. Стала цікава, хто гэта такі, што адбываецца, і ну я вырашыў, чаму б мне не схадзіць разам з ім. Ну і па-другое, мне цікава сама па сабе з'ява. Як хлопец, ну цягам там за месяц-два стаў суперзоркай, бо калі там параўноўваць з Максам Каржом, ён пачынаў усё паступова, там беларускамоўныя песні, пасля рускі альбом, невялікія канцэрты, а тут адразу вау-эфект. І ну гэта цікава, ну і плюс Тіма беларускі, творчае імя, і спадзяюся, што яго і песні па-беларуску з'явяцца, бо это будзе прикольна. Я ўсё ж такі тут збольшага паглядзець, прааналізаваць і паспрабаваць гэта зразумець, і можа быць запрасіць на наступны дзень волі.